эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Для выработанных месторождений нефти могут изменить налоговый режим. Минэнерго Российской Федерации рассматривает возможность включения в третью группу по налогу на дополнительный доход выработанных месторождений нефти, которые лишились льгот в начале текущего года. На сегодняшний день в эту группу входят действующие месторождения Западной Сибири. Для таких проектов также предусмотрен инвестиционный налоговый вычет, получить который можно будет с 1 января 2024 года. При этом отмечается, что эта мера не сможет полностью нивелировать негативный экономический эффект от изменения налогового режима. В дальнейшем Минэнерго может рассмотреть вопрос о выделении выработанных участков в отдельную группу по налогу на дополнительный доход, как это происходит сейчас с месторождениями высоковязкой и сверхвязкой нефти. Напомним, отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине значительно ухудшила экономику проектов по добыче сверхвязкой нефти и углеродного сырья на выработанных месторождениях. Потеря инвестиций в разработку таких объектов в период с 2021 по 2025 годы могут составить порядка 200 миллиардов рублей. Институт экономики и развития транспорта представил предложение на научно-техническом совете РЖД реализовать часть сложных и дорогостоящих мероприятий в рамках третьего этапа расширения БАМа и Транссиба через внедрение современных систем интервального регулирования движения поездов. Речь идет об обеспечении более плотного движения поездов за счет автоматики и телемеханики. В рамках этапа на БАМе и Транссибе должна быть достигнута пропускная способность 210 миллионов тонн. Для достижения этого показателя запланировано строительство дополнительных вторых главных путей, почти 70 километров третьих главных путей, моста через Енисей, второго Северомуйского тоннеля или его обхода. Также должны появиться дополнительные железнодорожные выходы из Якутии. Республиканский материнский капитал «Семья» при рождении третьего и последующих детей за 2018-2020 годы получили 8423 якутские семьи. Чаще всего люди используют средства республиканского маткапитала для улучшения жилищных условий. На эти цели материнский капитал направили 4834 семьи. Второй по популярности способ использования маткапитала – приобретение автомобиля. Региональный материнский капитал составляет в Якутии более 190 тысяч рублей, он выплачивается при рождении второго ребенка. Семьи, где родился первый ребенок, получают единоразовую материальную помощь более 37 тысяч рублей. Отметим, что на сегодня Якутия занимает 6-е место по естественному приросту населения среди регионов России и 1-е место на Дальнем Востоке. На внеочередном общем собрании акционеров ЯТЭК принято решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2021 года в размере 504 миллионов рублей. Размер выплаты на одну обычную акцию составил 61 копейку. Отметим, 11 мая ЯТЭК начала выплату дивидендов и перечислила 499 миллионов рублей номинальному держателю. Оставшиеся 5 миллионов рублей акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, будут выплачены не позднее 2 июня текущего года. Совет директоров компании решил возобновить выплаты дивидендов в конце прошлого года. Они будут распределяться по справедливой денежной оценке после выполнения всех обязательств, которые ЯТЭК взяло на себя в рамках выполнения глобальной инвестиционной программы и других неотъемлемых обязательных программ компании. Здание Дома дружбы народов имени Кулаковского может быть реконструировано. Специалисты архитектурного бюро из Нидерландов «Высота» и якутской базы 14 создали проект реновации старого здания Дома дружбы народов. Команды предложили убрать ненужные перегородки, которые делят этажи на бесчисленные маленькие кабинеты и залы. По проекту на первом этаже здания расположена зона отдыха с кафе, фудкортом и библиотекой. На втором этаже установлена многофункциональная лестничная конструкция. Третий этаж для административных помещений. Изменения коснулись также прилегающей территории. В П-образной конструкции здания есть пустующее место, которое могло бы стать внутренним двориком. Здесь архитекторы предложили организовать зеленую зону, а газоны вокруг здания отдать под парковку. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.